Благодарю, уважаемые коллеги. Я вообще должен признаться, что впервые за очень долгое время я присутствую на конференции, которая, на мой взгляд, очень правильно выстроена. В каком смысле? Чаще всего бывает конференция, если посвящена, допустим, какой-то одной фигуре, и все. А здесь, даже если посмотреть на афишу конференции, на баннер, видно, как она представляет целый хромотоп вот этих фигур, вот этих событий, ставших ключевыми для казахстанской истории и для казахстанской культуры. И мне кажется, это именно то, что хотел, в частности, Мурат Мухтарович, потому что он всегда говорил о необходимости целостного восприятия истории, а не фрагментарного сознания. И вот, мне кажется, эта конференция, как ничто другое, как нельзя лучше воплощает вот такой подход целостный к национальной истории. Да, я хотел бы сказать немного о уроках этой пятой конференции. В сентябре прошлого года исполнилось 50 лет со дня проведения в Алмате пятой конференции писателей стран Азии и Африки. И в свое время она стала не только важным событием в культурной жизни республики, впервые стала площадкой для обсуждения идей такого уровня и наглядно продемонстрировала роль и активное участие Казахстана в культурных процессах мира. Вообще, в целом, если говорить о той эпохе, великой на самом деле, в 60-70-е годы в Казахстане и Центральной Азии происходил процесс формирования национальной интеллигенции, исторических нарративов, в которых через создание художественных и научных произведений происходило обретение обществом исторической субъектности, осмысление и преодоление культурных травм прошлых, предыдущих периодов и аккумулирование опыта исторического поиска для перехода в состояние активного социального действия. И именно в то время формировался пространственно-временной континуум национальной истории в диалоге с мировой культурой. То есть казахстанская культура вышла на качественно новый уровень, как бы не замкнувшись в себе, а ведя диалог с мировой культурой и таким образом обретает себя. То есть, цитируя классика, «кочуя навстречу себе, узнавая за другому». Вот. И именно в это десятилетие очень мощно культурное наследие Казахстана, можно сказать, триумфально возвращается ключевая фигура древней истории Казахстана, это, конечно, Аль-Фараби. Вот. На тех прошедших конференциях, и на пятой конференции в частности, была очень мощная антиколониальная повестка, которая, на самом деле, если посмотреть полностью хронику, которую мы в прошлом году выкупили и выложили в открытый доступ, фрагменты вы сегодня видели и, может быть, еще увидите, там, значит, те речи, которые звучали на той конференции, они во многом, я бы сказал, превосходят современные деколониальные подходы. Почему? Потому что тогда наша интеллигенция, Мурат Мухтарович, Олжас Умарович и другие, это была выстраданная для них позиция, которую они озвучивали. А сейчас, вот где-то последние несколько лет, деколониальная повестка приходит в Центральную Азию, в Казахстан, скорее как интеллектуальная мода. А у тех великих это была выстроенная все-таки позиция. Вот. И надо сказать, что уроки той конференции как раз таки еще и заключаются еще и в том, что обсуждалось и на совершенно, вот это все вышло на совершенно новый качественный уровень, может быть даже опередившие какие-то западные аналоги, которые потом воплотились в работу того же Эдварда Саида, ориентализм и так далее. У нас все это было уже в конце 60-х и 70-е годы, и это очень важно сейчас вспомнить, потому что важность осмысления идейного наследия этой конференции заключается в том, что сейчас мы находимся на самом деле, откровенно говоря, в состоянии культурного разрыва,
потому что те великие достижения интеллектуальные, которые были совершены в 60-70-е годы, к сожалению, новые современные поколения достаточно плохо их знают и так далее. Очень важно провести вот эту, так сказать, времен связующую нить, то, чему всю жизнь посвятил Мурат Мухтарович. Вот, потому что именно то идейное наследие очень важно осмыслить и вспомнить сейчас. В горниле тех дискуссий на той конференции рождалась истина, поначалу робкая, наполненная привычкой своего права молчать, но затем осознавшая свой долг сказать о главном. И вот именно на основе всех конференций Муртаза Самарович предложил формулу пути в будущее. Значит, когда он был заместителем председателя комитета по связи с писателями стран Азии и Африки и посетил почти 60 стран. И руководство Союза писателей СССР поручило ему сделать основной доклад на эту тему. Ну и он после своего великолепного доклада выразил эту формулу от веков колониальной зависимости через период независимости к эпохе осознанной взаимозависимости. И это не догадка одиноких интеллектуалов. К такой формуле пути народу привела история. И когда читаешь дневники, например, вот дневники Мурата Мухтаровича, видно, ощущается прямо, как происходит вот эта полемика такая сложная, диалектическая, очень интересная, как он полемизирует с тем же Муртазой Самаровичем, как вот эта вот формула кристаллизуется, как он где-то спорит, опровергает, где-то соглашается. И вот этого очень не хватает нашим современным поколениям осознать и воспринять вот то интеллектуальное наследие. И вот чтобы противостоять тому тренду, о котором я сказал, мы несколько лет назад создали Евразийскую сеть университетов в поддержку культуры знаний Аль-Фараби онлайн, поддержанную 16 вузами Казахстана и Центральной Азии. И, пользуясь случаем, мы благодарим ректора КАЗНУ Джансита Константиновича Тимирбаева за его согласие выступить генеральным координатором этой сети и надеемся на дальнейшую работу. И, значит, какие еще можно выводы сделать? Я повторюсь еще раз, что вот эти все события, вот эти все фигуры нельзя рассматривать по отдельности, они все очень связаны. Голод 30-х, национальная интеллигенция, начало века, потом преодоление травм 60-70-е, 5-я конференция, движение ненавистных палатниц, обретение независимости, фигура Аль-Фараби. Все они очень-очень тесно связаны. И поэтому очень важно воспринять их как нечто единое целое, в едином хронотопе национальной истории. В свое время 5-я конференция стала важным этапом на пути сближения культур. И вот международное десятилетие сближения культур, в рамках которого был создан наш центр, можно рассматривать как продолжение той международной активности Казахстана, у истоков которой стояла наша интеллигенция. И новым поколениям уже казахстанской интеллигенции, конечно, необходимы такие уроки. Потому что это именно Казахстан в те годы и сейчас выступил как площадка диалога и инициатор интегративных, миротворческих инициатив, которых как сейчас не хватает. От 5-й конференции писателей стран Азии и Африки до международного десятилетия сближения культур. Среди культурного наследия казахов сохранилась народная мудрость, воплощающая степной закон. Если встретил человека, обрадуй его. Может быть, ты видишь его в последний раз. У человечества было несколько финалов. Чем глубже люди вникают в историю, тем больше понимают это. Но сегодня, на сегодняшней конференции, мы становимся свидетелями не финала, а нового начала. Начало возвращения в историческую память нашего общества уроков 5-й конференции писателей стран Азии и Африки. Ее энергия и смыслы, и люди останутся с нами навсегда, пока мы есть, и помогут новым поколениям обрести себя. Спасибо.